Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Как его понять? Что он хочет от меня на самом деле? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух задайте ему этот вопрос. Как тебя понять? Что ты от меня хочешь? Да, чего добиваешься? И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют, что сейчас от нас скрыто, о чем желаем услышать и узнать. Так, красный песок дает очень много эмоций. Как его понять? Да никак. Он и сам себя понять не может. Вы знаете, у него сейчас в жизни очень много странных, непонятных, необъяснимых событий происходит. Жизнь начинает меняться, рушится на глазах. Вот все то привычное, вот к чему он привык, к чему он там стремился, чем он жил, вот просто как карточный домик начинает съезжать и разлетаться. Правда, пока по одной карте съезжает и разлетается, но дальше будет больше. Этот мужчина, которого вы загадали, вел какой-то неправедный образ жизни, очень такой, знаете, губительный для себя и для своего будущего. Сейчас он пожинает плоды своих заблуждений, плоды своего, может быть, какого-то чрезмерного доверия к окружающим, либо даже чрезмерной веры в себя. Да? То есть он ничего для этого не делал. Он, знаете, как на авось полагался, либо на какой-то там случай везения. А теперь, вот он результат, да, не всем везет. И авось он не всегда работает, а по большей части совсем не работает. У него сейчас в жизни очень много потрясений. Вот отсюда и выходит его это непонятное поведение. Так, чего он хочет от вас? Он хочет, чтобы вы были его душой и телом, полностью в его власти. Вот в идеале, да, вот чего бы он хотел, чтобы вы его сидели и слушали просто с открытым ртом, ни о чем сами не думали, воспринимали все, что он там говорит, на веру, и, конечно же, поступали так, как он вам скажет, либо там посоветует и рекомендует. Понятно, что это невозможно, и он тоже это понимает, он у вас не дурак, хотя немножечко такой надменный мужчина, высокого мнения о себе. Но, тем не менее, он к этому стремится. Каким образом? Отмалчивается, отнекивается, может пропадать, может вам не все рассказывать, да, какие-то вот такие моменты скрытности. То есть он вас берет на интерес. Да, то есть я там молчу, посмотрим, как она будет меня искать, будет ли она первая писать, будет ли она первая звонить, будет ли она первая ко мне проявляться. Да, вот так вот он делает, поступает по-хитренькому. Вот. Ему вот хочется, чтобы вы, полностью доверились, да, доверились и отдались ему в руки. Вот. А что делать дальше, он не знает. Просто не знает. Возможно, он много чего вам наобещал, а поскольку сейчас в жизни произошли серьезные катаклизмы, и они еще только начинаются, а что он вам скажет? Извини, у меня не получилось. Извини, у меня там планы рухнули, да, либо я там неправильно распорядился своими вложениями, не туда, не в то вложился, либо там меня обманули, подставили. Конечно же, он этого не будет говорить, ему не хочется об этом говорить. И если вообще вы смотрите на мужчину, с кем у вас уже все по-серьезки идет, то понимаете, что тут? Тут страх, что вы за него что-то узнаете. Узнаете за то, что он ошибался, либо ошибся. Возможно, вы ему до этого говорили, может быть, советы давали, рекомендации ему давали.
А он типа: та, женщина, что ты там знаешь? Ха-ха-ха, я справлюсь сам. А когда жареный петух попу клюнул, а теперь стало больно и стыдно, и неприятно. А что он вам скажет? А вот ты знаешь, ты была права, ты мне посоветовала, а я подумал, что это все чушь и ничего не сделал, и теперь я все потерял. Вот такое. Да? Принимай меня таким. Конечно, он так никогда не скажет. Ваш мужчина, кстати, он хитренький. Девочки, вот чтобы вы понимали, он хитренький. У него так все напутано, он такой сложный. Ой, вот даже по песку, вот посмотрите, какой песок. Какие-то кусочки, какие-то линии, вроде как линия шла, оборвалась, какие-то люди, страхи, эмоции, да я, ой, только не меня. Понимаете, вот просто хаос. Если посмотреть на этот песок, да, на эти картинки, это же просто ужас какой-то. Типа я ястреб, да, если я смотрю в профиль, повернусь обычный голубь, да. Вот такой мужчина. Знаете, такое ощущение, что он еще в процессе развития и роста. Неважно, сколько ему лет, абсолютно неважно. Здесь сырой тип личности, не сформированный человек. А вас он цепляет, я это вижу, цепляет он тем, что он нуждается в опеке, в помощи, в заботе. И у вас, вот знаете, какой-то материнский инстинкт, желание, да, мальчика спасти, защитить, обогреть. Да? Вот в первую очередь, вот если вы посидите и честно себе ответите, что я в нем нашла, что меня так к нему тянет, вот желание ему помочь, его защитить. Вот это вот прям 100%, да, вот если честно себя спросите, сразу такой ответ у вас придет. То есть вы видите, что у него потенциал хороший, что этот мужчина, он не пальцем деланный, да, что он может многого добиться, и что он умненький, что он действительно к чему-то стремится. Но при этом иногда его поступки, они просто настолько бесшабашные, настолько какие-то бредовые, непродуманные, что просто тихий ужас. Ну вот как ребенок, да, ему говоришь, не лезь в розетку, он берет там, не знаю, что-нибудь там металлическое, пытается в эту розетку лезть. А он типа: а я попробую. А я назло сделаю. Вот и мужчина ваш такой. Знаете, что его губит? Губит то, что он сырой, и губит то, что его окружают очень лицемерные люди, которые пытаются вот через лесть, через какие-то: ой, такой классный, ты такой. Да, они пытаются его использовать в своих каких-то корыстных целях. Мало того, еще может отыграться, что у него какая-то бывшая женщина, есть либо бывшая женщина, либо мама, которая тоже с него тянет все соки. Вот умело, да, она научилась, она умело играет на струнах его души, вот, а он вроде как бы и понимает, но с другой стороны настолько там все хитро сделано, да, что он сопротивляться этому не может. Так, что он хочет от вас? Вас он хочет вас себе, чтобы вы были вместе, чтобы он, вот смотрите, как мостики между вами были, чтобы он полностью на вас полагался во всем, чтобы вы его принимали таким, какие, чтобы все ему прощали, чтобы вы были для него всегда открыты, чтобы у вас никаких претензий к нему не было. Хозяин, понимаете, хозяин ваш, вот этого он хочет. Будет ли он этого добиваться? Да, он будет этого добиваться. Как он будет добиваться? Хитро. Через хитрость он будет это добиваться. Знаете, вот есть ситуация, когда мужчина действительно берет все на себя, такой а-ля защитник, да, рыцарь, воин, да, вот вы смотрите на мужчину, говорите: все, не, вот тебе я полностью доверяюсь, там, давай, тащи меня, вези меня, все, я ваша навеки. Когда человек показывает действием, показывает, что он действительно тот, за кого выдает. А ваш нет, ваш не так будет поступать. Ваш будет такой лисичкой, да, как-то пытаться вот вас повернуть в ту сторону, в эту сторону. То есть базы у него нет, а вот таких вот действий фокусника очень много в кармане. То есть он знает, как эти фокусы делать. Он уже такой натренированный фокусник. Такой мужчина. Хитренький. А вот у него, кстати, ничего не получается, потому что он такой хитренький. Он вроде в одном моменте хитренький, а в другом моменте вообще как ребенок. Как ребенок. Смотрите, на момент здесь и сейчас
у него к вам один запрос, чтобы вы его не расспрашивали ни о чем, чтобы вы полностью ему там доверились, доверяли, и чтобы вы, ну, как-то согласны были на все, что он вам будет предлагать, без лишних вопросов. Вот этого он хочет. Вот чтобы в идеале было именно так. Это на сегодняшний момент. Вот в разрезе здесь и сейчас. Вот такой запрос, вот такое пожелание к вам. На будущее, ну вот прям идеалистическая картина, когда вы жена, хранительница очага, что вот там и детишки, и там борщи, супы, там все стиранное, глаженное, и вы его там с караваем, с пирожками встречаете там с работы, да, с какой-нибудь там поездки, командировки. Вот такое желание. Но слишком большая пропасть между этими двумя желаниями. То есть это все нужно заслужить в первую очередь. Да, доверие женщины нужно заслужить, любовь нужно заслужить. А во вторую очередь нужно это все еще и обеспечить. Да, и материально обеспечить, и эмоционально обеспечить, чтобы вы хотели. Вы хотели, вы доверяли и полностью полагались на него. И вот этот разрыв, он не знает, как скомпенсировать. Он не знает, как там эту дорожку прочертить, как там эту лесенку подставить. Он этого не знает. Но в будущем, вот прям идеалистическая картина, что жена ждет, встречает, дом богатый, все замечательно, идеальная жизнь. Добьется ли он этого, это другой вопрос. Согласитесь ли вы ждать, да, пока он там повзрослеет, заработает, это третий вопрос. Здесь слишком много вопросов. У мужчины в сегодняшнем дне каша в голове от того, что много проблем. Он вам ну, я не знаю, и половины не говорит от того, что происходит с его жизнью, в его жизни, с ним что происходит. То есть перед вами он герой. Он показывает себя, как я герой, у меня все классно, у меня все замечательно. Но по факту все очень печальненько. Еще хочу добавить для девочек, кто смотрит, если у него есть жена, там разводится, например, он там вам говорит, что все идет замечательно, там развод, там без проблем. На самом деле там очень большие проблемы. Проблема в том, что женщина, например, да, там желает оставить его без ничего, даже трусики последние заберет. И другая проблема, что он ее как побаивается, что ли, да, то есть как-то она на него очень сильно может влиять. Есть у нее такие рычаги. Вот, так что, девочки, такая ситуация. Чего ждать от него в ближайшее время? Ну, как обычно, будет пускать полглаза, будет что-то скрывать, утаивать, а вы это будете чувствовать. Вас это тоже, я вот вижу, у вас растет раздражение, что он ведет себя именно таким образом, что что-то где-то там скрывает, утаивает, да, вот не добьешься от него правды. Но я вам такое скажу, он выберется из этой ситуации. Конечно, очень болезненный урок его, вот прям здесь сейчас это осуществляется, да, очень болезненный урок он проходит. Он выберется, он восстановится, залижет свои ранки, залечится, поумнее, девочки, что самое важное, да, все-таки какой-то опыт он приобретет. Вот у него этот год, он идет переломный. Особенно этот месяц и следующий месяц. Вот, да, до конца весны вот будет непросто. Он будет меняться, вокруг него все будет меняться. Вас еще очень много сюрпризов ждет относительно этого человека. Какие-то данные о нем пойдут, информация какая-то будет скрываться. Не всегда, кстати, приятная, но тем не менее. А он на ваших глазах будет трансформироваться. На ваших глазах. Вот, то есть вам такой счастливый случай выпадает. Видите, как ваш любимый человек растет у вас на глазах. Да, не исключено, что он будет просить вашей помощи. Вот будет прямо говорить: помоги мне. И если ты мне не поможешь, я пропал, потому что мне обратиться больше некому. Так что, девочки, еще впереди будет очень много интересного. Но желания его простые, желания быть счастливым вместе с вами, желание, чтобы вы его любили, чтобы у вас все было идеально и гладко. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.